Известный русский писатель Иван Александрович Гончаров, возвращаясь из кругосветного путешествия, проезжал Ленский край и, поглядев на поля земледельцев Алекмы, Амги, сказал: «Природа Якутии не мачеха ее жителям. Это обширная область с ее хорошим летом и ископаемыми богатствами может стать житницей земледелия и промышленности, что ее способные аборигены могут стать мастерами на все руки. Только дайте им образец». И добавил: «Видимо, долго еще ждать, когда будем носить сукна якутских фабрик, но цивилизация охватывает весь земной шар». И вот прошло чуть более 150 лет, когда якутским ученым-зоотехникам удалось сделать реальный шаг для того, чтобы у нас когда-нибудь появились свои аутентичные шерстяные ткани. В 2013 году они получили гибридов, новую породу домашних овец, которые были названы овчубуками. Год назад ко мне поступило такое интересное сырье. Приехал Леонид Николаевич Владимиров и привез с собой вот такую вот шерсть овчубука, нашего якутского, местного. И вот мы стали думать, что из него можно свалять. Ну, я занимаюсь свалянием с 2016 года, и мы тоже решили вот попробовать новое сырье. Ну, в первую очередь мы попробовали шапку, да? Попробовали свалять из этой шерсти шапку. Ну, там была другого цвета, вот такого светлого. Светлая шерсть была, нынче вот вы видите, вот можно и такого серого меланжевого цвета. Очень хороший цвет, мне понравился. Изделия из такой шерсти, из шерсти овчубука, они будут намного теплее, потому что шерсть чубуку, мне кажется, она, если посмотреть в микроскопе, она, наверное, полая, как у оленя шерсти. Потом я попробовала свалять из этой шерсти обувь. И мне, например, лично больше понравилось свалять из этой шерсти именно обувь. Оно получается очень плотным. Очень плотным получается. Ну и попробовали свалять жилет. Это работа мастера Марии Румянцевой. Так, ну, мы, конечно, постарались, это все-таки нательное изделие, поэтому постарались немножко убрать шерсть чубуку, чтобы получилось более мягкое. Такие тонкие изделия, как платье, там кофточки, из нее, конечно, не сваляешь, но для более таких брутальных, грубых вещей это незаменимая шерсть. Мне нравится валять из этой шерсти. Опыты модернизации. Арктическое овцеводство. 9 лет назад якутским ученым впервые в условиях Якутии удалось получить жизнеспособное потомство овчубуков. Это гибрид овцы и снежного барана чубуку, результат межвидового скрещивания. В далекие 80-е студент второго курса зоотехнического отделения сельскохозяйственного факультета Якутского госуниверситета Леонид Владимиров узнал из лекций доцента Александра Курулюка, что домашним овцеводством в Якутии занимались издавна, причем количество доходило до 15 тысяч голов. Десятилетиями мечтали получить наши предшественники, и была поставлена задача получить гибрида культурной овцы и нашего горного барана чубуку, чтобы этот гибрид, адаптированный, имеющий эти адаптированные качества к нашим суровым условиям, к нашим поедать местные корма и в наших условиях удерживать холод и давать продукцию мясную, шерстную. Но еще есть желание получить молочную, чтобы получать наш местный свой овечий сыр. Это дало толчок молодому специалисту заняться исследованием вопроса.
Главным непреодолимым препятствием в развитии овцеводства, кроме политики отказа от мелкотоварного производства, было то, что овцы не могли выдержать якутских морозов, часто болели и гибли. Тем не менее, тема оставалась актуальной и была поводом отдельных заседаний при правительстве Якутской АССР. В 80-е годы над выведением гибрида домашней овцы и снежного барана работали на Камчатке и в Москве. Без научного прорыва перспектив не было. Овцеводство – это скороспелая отрасль. Она для нашей республики, мы считаем, что очень перспективна. Об этом даже написано много трудов, что до революции, после революции в Якутии разводили овец, завозили. И основная проблема была, конечно же, это зимостойкость, выдерживание наших условий. Все-таки у нас зимы очень суровые. Эффективность, она заключается в том, что все-таки они потребляют меньше корма, за ними нужен в зимнее время минимальный уход, то есть не надо убирать навоз, не надо воду заносить, то есть они обходятся поеданием снега, утоляют жажду. Они очень неприхотливы в кормах, это может быть солома, это может быть сено достаточно низкого качества, да, они в первое время могут обходиться. То есть для одной овцы, чтобы она перезимовала, нужно где-то 500-600 килограммов сена. Ну и здесь мы проводим, опять же, вырабатываем технологию содержания овец в условиях Якутии и выработали уже кое-какие отличительные особенности именно применительно к условиям нашего региона. В начале 90-х Леонид Владимиров в своем научном кружке сплотил студентов северных районов Якутии по изучению физиологии снежного барана и получению постмортальной спермы. Вот эта шерсть вот эта, да, одна из самых теплых шерстей от овечьей шерсти получится. Однако простые технологии естественного оплодотворения не срабатывали. Когда нам Леонид Николаевич дал задание, мы просто представить не могли, как это поймать горного снежного барана в горах, перевести, поймать живьем, да, и как-то вот, допустим, во время гона подпустить к овцам. Неисполнимая задача. И вот что стали делать мы? Да мы пошли другим путем, начали искать возможности, какие, начали обрабатывать статьи. После смерти животного можно взять постмортальное семя семенников снежного барана. Да? В определенных температурах она сохраняет свои свойства к выживаемости. То есть они 1, 2, 3 или даже до 7 дней могут находиться живыми. Первый год мы ездили с охотниками, получали их, но у нас мы ее замораживали, там смотрели статьи и зарубежные, и наши, и оказалось, что мы вот делаем по их рецептуре, а у нас не получается. Рецептуру сделали свою именно, да, добавили кое-что, и на 3-й год у нас получилось. То есть мы их заморозили, разморозили, и они, оказывается, были живыми. Случайностей просто так не бывает. Горный баран Чубуку обладает самыми теплоизолирующими свойствами из всех северных животных. Поэтому шьют одежду именно из горного барана Чубуку. Наши охотники, оленеводы. Вот это качество линьки дает ей возможность хорошо в летнее время пережить, осеннее, потом уже осенью, зимой уже новая шерсть вырастает, и вот это новая шуба, и она спокойно перезимует. Вот это качество мы должны передать нашим культурным овцам, в которых мы ведем процесс одомашнивания. Впоследствии прояснилась социально-культурная перспектива гибридизации. В дискуссиях с известными оленеводами родилась идея по наделению коренных малочисленных народов Севера альтернативными хозяйственными занятиями, где бы гибридные овцы позволили осваивать горную территорию республики, их естественную ландшафтную нишу.
Идеи были поддержаны многими, в том числе первым и вторым президентами республики. В результате кропотливой научной и непростой экспедиционной работы в 2013 году наконец был достигнут долгожданный результат. У горного барана Чубуку количество хромосом 52 пары, а у овец 54. А вот у гибридов первого поколения 53. Говорит о том, что первое поколение плодовиты между собой. И по мужской линии они плодовиты, и по женской линии они плодовиты, если их скрещивать с культурными овцами. И между собой тоже плодовиты. Вот говорит о том, что можно получить потомство. То есть они вполне поэтому в любом направлении можно вести разведенческую работу. Сейчас Россия активно осваивает Арктику. Гибридизация предлагает альтернативный хозяйственный уклад, новые инновационные продукты для северных широт. Причем перспективы гибридизации кристаллизуются и в стратегический проект для страны, таящий мощнейший, еще не раскрытый потенциал. Это какие вот смотрите, вот мягкие такие вон там есть вот. Как у горного барана Чубуку, вот эта губка там, вот эта пружинищая она сохранила, чтобы с камня на камень прыгать. Хорошие попадаются из 10, из 15 только одна, которая желаемый тип имеет. И хотелось бы, чтобы сейчас вот от одной получить несколько эмбрионов и уже начать работу с яйцеклетками, с эмбрионами и так далее. Альбина Серафимовна сделала нам первые изделия, Да. первые из нашего выведенного ковчугука. Впервые у нас в условиях нашего крайнего севера сделаны прекрасные изделия. И Да. эти изделия, наверное, мы будем уже увеличивать. В этом году надо нам принять участие на выставке «Золотая осень». Что произошло? Вакцину кто произвел? Ученики Неустроева Михаила Петровича и Тарабукиной Надежды Петровны. Ученики закончили нашу сельхозакадемию. Аспирантуру прошли здесь. Кандидатские защитили здесь, на диссертационном совете здесь. Значит, это чисто наши. Значит, мы уже тогда созрели готовить кадры. А наши подготовлены 100% наши кадры. Как и подготовки в высшей школе кадры, подготовка аспирантуры, да? В аспирантуре и защита у нас, экспертиза у нас прошла. Нашими учеными, да? Докторами наук. Они получают вакцину. Вакцина ветеринарной медицины и вообще в медицине, и в биологии – это высший пилотаж. Тем людям, как вот, которые работают у Неустроева Михаила Петровича, у Тарабукиной Надежды Петровны, можно дать четкое задание и финансировать, они все могут с любым заданием справиться. Биологическим, ветеринарным, ветеринарной медицины могут, до создания вакцины могут. Пробиотиков, ферментных препаратов, БАДов. А что еще надо ветеринарной науке-то? Это на мировом уровне могут работать. Также наши ученики, вот Мачахтыров Григорий Николаевич, Мачахтырова Варвара Анатольевна и другие, которые тоже прошли, закончили сельхозакадемию, аспирантуру там, закончили, сделали у нас, собрали материал диссертационный и защитили у нас ЕГСХ на диссертационном совете. Они получили гибрида, межвидового гибрида. Это говорит о чем? Получение межвидового гибрида – это воспроизводстве, это считается тоже высшим пилотажем. На основе этого можно породы получать. Они фундаментально сделали гибридизации, вот то, что они сделают, под моим научным руководством, скажем, хотя не скромно так говорить. Я думаю, такая же ситуация у нас в медицине. В нашей медицине. Такая же ситуация у нас в технических науках тоже. Поэтому уже пришла та пора, о котором говорил Кулаковский. Мечтал
Кулаковский. А наша наука уже сильных, мощных, интеллектуальных в руках наших молодых ученых. Им надо доверять, им надо давать большие задания, большие поручения, даже амбициозные, такие амбициозные мирового масштаба. Вот если сформулирует правительство и Академия наук такую задачу, наши молодые люди могут справиться. И финансировать надо. Финансировать, не боясь инвестировать, чтобы они приобретали самое совершенное научное оборудование и дерзали, и решали, делали и добивались. Тогда республика будет наша развиваться. Символично в год столетия республики переосмыслять парадигму развития региона, ее модернизационных факторов, науки и образования. Якутянам жизненно важно реализоваться в наукоемких индустриях и креативных технологиях. Сам Север подсказывает выгодное использование потенциала якутского холода. Восприятие холода как конструктивного концепта становится критерием превращения народной прозорливости в потенциал альтернативного наукоемкого хозяйствования, а возможно в будущем экономики холода. Наука Якутии со временем должна стать Академией жизни на Севере, авангардом и связующим звеном модернизационных преобразований Северного края. У меня на руках пакет, где пух гуся добыли охотники у нас в Якутии. Сжали его, да? Сжали, он всего лишь вот таким маленьким становится, да? Вот. Брали, расчесали годовалых жеребят, она уже сама свалялась, видите, вот, свалялась, лежала в этом. У нее, видимо, какие-то способности есть к валянию.